ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Понедельник, 12:00. Фойе главного корпуса ОГТУ. Фотовыставка Андрея Стенина «Чтобы знали». Фотокорреспондент Международного информационного агентства «Россия сегодня», уроженец Печоры. С 2003 года жил и работал в Москве. Погиб Андрей в возрасте Христа, ему было 33. Его не стало во время одной из командировок на Донбасс в августе 2014-го. Парня расстреляли в упор недалеко от Донецка. Единственный сын в семье, он не оставил после себя продолжения. Осталось уникальное творческое наследие. 36 работ Андрея Стенина видят сегодня ухтинцы. Меня трогают униженные молодые люди, мужчины, которые в растерянности. Меня трогают слезы детей, женщин. Послевоенные годы подобного не видел никто. Снимки предоставлены фондом РИА Новости. На фото Турция, Ливан, Египет, Украина. Трагедия, боль и слезы невольных свидетелей ужаса и кошмара войны, мирных жителей горячих точек, раненые и пленные ополченцы, кровь и пламя. Такая она горькая правда войны глазами Андрея. Взгляд в объектив, взгляд в историю. Искусство фотографии, я вообще считаю, что это искусство мгновения. Сегодня мы познакомились с мгновением горя, ужаса, страха. И человек, который это все воплотил в искусстве фотографии, на самом деле мастер с большой буквы. Сначала экспозиция побывала в музеях Москвы, из столицы перекочевала в Республику Коми. ОГТУ лишь первая площадка для вернисажа в нашем городе. Уже через 3 дня выставка переместится в городской дворец культуры, а 15 декабря, в День памяти журналистов, погибших в горячих точках, ее подарят Печоре, малой родине военного фотокора. В этом году объявлен международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина. Более 5000 работ из 54 стран мира уже участвуют в отборе.